В эфире телеканала «Якутия-24», программа «Актуальное интервью». Сегодня мы будем говорить о литературе, вернее, о преподавании литературы в школе. Гость нашей студии – главный редактор ежемесячного всероссийского методического журнала для учителей литературы в школе Надежда Крупина. Надежда Леонидовна, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что выделили время и посетили нашу студию. И хотелось бы начать наш разговор с того, как часто вы бываете в регионах и с чем связан ваш приезд, в частности, к нам в Якутию. Ну, бываю очень часто. За последние 2 года мы выпустили 15, наш журнал выпустил 15 региональных номеров. Это разные области, да, разные края. Вот теперь моя поездка сегодня связана с тем, что мы выпустили региональный якутский номер, который отдан учителям именно Якутии. Но это такое событие, конечно, большое. Здесь прошла презентация, да, мы много рассказали об этом журнале. Здесь он попал в руки каждого учителя. Нашли, что сказать каждому этому учителю. Они все очень интересные, самобытные учителя. И это наш поклон столичного журнала, да, такого российского журнала, вот «Учительство Якутии». Журнал «Литература в школе» выходит в свет уже 100 лет. Как изменилось издание за это время и кто ваши читатели? Очень даже изменилось издание. Представляете, журнал стал выходить в августе 2014 года, начало Первой мировой войны, да? Но какой-то учитель, Лебедев, мало кому известный, в Ярославле, вот начал выпускать такой журнал без поддержки, да? Этот журнал через очень быстрое время переехал в Москву, получил поддержку государственную. То есть уже в то время, даже я смотрела вот эти первые номера, уже первые номера были обращены к читателю, это читатель-учитель литературы и русского языка. Именно с какими словами, как много значит предмет русский язык и литература для того, чтобы воспитать граждан страны, да, вот, патриотов страны. И поэтому роль литературы и роль журнала, кому он обращен? К учителям. Значит, что такое журнал? Это такой мост, который связывает писателя, там, классику или современного писателя с учителем, а учитель связывает то же самое, да, этого писателя, эти века, он связывает с учеником. Это большая такая работа, серьезная, тем более сейчас, когда литература в школе ушла из первых рядов предметов, которые самые важные в школе. Об этом мы поговорим чуть позже. А кто авторы статей журнала и как вы осуществляете обратную связь с вашими читателями и учителями? Кто авторы журнала? Вот в этом журнале, который вот мы выпустили, да, вот Якутия, здесь авторы журнала это преподаватели, ученые вашего университета, да, Института повышения квалификации. И, конечно, самая основная роль это, в журнале это статьи учителей, практиков, которые каждый день перед классом делают свою полезную, очень важную работу. А какую связь мы осуществляем? Вы знаете, я переписываюсь с множеством своих авторов, учителей. Мы с многими переписываемся годами. Понимаете, прочел статью, тебе что-то понравилось, или что-то хотел бы ты, чтобы там стало лучше. И вот ты пишешь совершенно неофициальное письмо, да, а это письмо товарища товарищу. Да. Ну, я люблю свою работу, и по всей России у меня очень много таких учителей, друзей. Я горжусь ими, очень интересные. Сейчас вверх информационных технологий у печатных изданий существует такая проблема, что их все реже и реже начинают покупать и читать. Совершенно верно. Намного ближе прочитать это все в какой-нибудь новостной ленте. Есть ли и у вас такая проблема? Нет. И если есть... Да, конечно, эта проблема, она повсеместная. И у нас это проблема выжимаемости журнала. Как он, выживет или нет? Вот сейчас, в 2019 году, мы не знаем, мы наберем тираж или нет. И для меня это очень большая и серьезная проблема, потому что что-то происходит с учителем, наверное, а с другой стороны, можно его понять, потому что если тираж меньше, значит, журнал дороже, да, а в провинции это не такие большие зарплаты, верно? Значит, учитель бы и хотел, потому что, когда ты привозишь там 300-500 экземпляров в любой город, да, они все расходятся, и потом говорят, какой у вас хороший журнал, какой интересный. Раньше учитель не мог жить без него,
А сейчас он, ну, ему приходится жить без него, потому что это все-таки сейчас дорого. Если бы у нас была подписка, такие были съезды учительские, которые принимали, просили, например, Министерство образования России, ну, чтобы каждая школа на библиотеку получала такой журнал, ну, увы, видимо, у нашего министерства нет такой возможности. Но, не знаю, может быть, Якутия такой край не бедный, но, может быть, какая-то будет поддержка учителям. Очень бы хотелось, потому что видеть, что журнал прожил такие трудные годы, да, Первая мировая война, там, да, гражданская война, война отечественная, ну, перестройка, падение СССР, а он все жил, жил и жил, и вдруг он на наших глазах умирает. Это, ну, трагедия по-своему. Надежда Леонидовна, давайте с вами поговорим на тему образования. Есть даже в педагогических кругах такая идея, что литературу хорошо бы сделать из обязательной дисциплины в дисциплину по выбору. Как вы относитесь к такому мнению? Как я могу такую предпринять? Вы понимаете, но это просто сама по себе мысль страшная, потому что такое литература? Это такой вид искусства, который соединяет в себе, ну, социологию, историю, литературу, ну, все, что только касается жизни человека, да, внутренней, глубокой жизни человека и внешней его жизни. Что такое изучать литературу? Это вникать в характеры людей, это оценивать их, да, это выбирать себе любимых писателей, это следить за их творчеством. Сейчас, конечно, время совсем другое. Литература, как я уже вам сказала, она отодвинута в школе из предметов первого ряда. Ведь, посмотрите, даже раньше это был первый экзамен по литературе, да, 1 июня, первый по всем школам это литература, сочинение, да. А теперь они пишут сочинение, которое вернулось, пишут в декабре месяце 11 класс, да, только зачет мы ставим, оценки нет, только зачет. И в декабре это все кончается. А почему? Да потому что надо самое главное, что сдать ЕГЭ. И все, литература, значит, она, ну, как уже и дети считают, наверное, ну, что это мешает, отнимает время. Тем не менее, также существует проблема о том, что перечень литературы, который предлагают ребенку в школе, даже в старших классах, зачастую не соответствует ему в восприятии вот, действительности на тот момент. Вот, к примеру, «Преступление и наказание» или «Война и мир». Не каждый ребенок в 10-м, даже в 11 классе готов к усвоению этой темы. Как вы считаете, имеет ли смысл, если оставлять литературу в обязательной дисциплине, как-то пересмотреть вот эти вот подходы в наше современное время? Ну, вы знаете, если мы ее не оставим в обязательных предметах, ну, это такой мы удар нанесем по воспитанию, что вряд ли государство потом оправится от такого удара. А классику, которую говорят, что она детям непонятна, я тот тезис тоже не принимаю, потому что от меня все зависит, будут читать «Войну и мир» или не будут читать «Войну и мир». «Преступление и наказание», да, она настолько, эта книга современная, этот роман, особенно конец там взять, когда этот сон страшный снится Раскольникову, да, это же наше просто совершенно время, да, и это идея сверхчеловека, она ведь занимает умы, ну, многих молодых людей. Но это какие-то амбиции, да, это желание быть лучшим, да, сказать свое слово. И поэтому я бы, ну как не я бы, конечно, основу изучения литературы должна занимать классика, хотя очень важно, чтобы была современная литература, непременно. И с другой стороны, понимаете, что такое вот литература? Это же культура человека, да? Вот он на филологический факультет пойдут ведь не все, но это какой-то процент, верно? А все остальные кем они будут? Строителями, историками, врачами, да? Ну кем бы там они ни были, даже, ну я не знаю, дворниками, да? Но это же основа культуры, с которым они детей своих будут растить. Если тебе есть что сказать детям, у тебя язык развит, ты начитан и все. То есть это же, что такое литература в школе? Это университет культуры, который на всю жизнь остается с человеком. То есть то, что ты знал, то, что ты учил, то, что у тебя есть стихи любимые, да, у тебя есть любимый писатель, это все с тобой идет по жизни. И уже передается или не передается детям твоим, внукам. А как тогда приучить молодежь к тому, чтобы она читала классическую литературу по собственному желанию? А вот, наверное, если это нет по собственному желанию, то надо так вот учителю, ну, уметь рассказать о том, например, как ты прочел это, вот как ты прочел, остановиться на самом интересном месте и сказать, ну, это уж вы сами. Я так думаю. Ну, есть, наверное, один способ, как заинтересовать книгой.
Очень многие учителя сейчас со своими учениками делают такие небольшие на 3-4 минуты такие фильмы о любимой книге, как они по-разному рассказывают, как это интересно, вы бы знали. Я бы во все библиотеки такие фильмы школьников пускала бы, вот когда приходят ребята в библиотеку, вот, чтобы они смотрели, как это интересно. Ну и все, берем книгу, читаем. Мы уже мельком затронули тему ЕГЭ. Хотелось бы узнать ваше мнение. Как вы в целом относитесь к этой системе? Ну, у нас же выбора-то нет теперь. Все, вот ЕГЭ и ЕГЭ. Понимаете? Что теперь? Что об этом говорить? Есть ЕГЭ, его надо сдавать. Мне кажется, очень много формального в этом экзамене. Просто формального. Понимаете, когда раньше ребенок сдавал устный там экзамен, ну, это все в нем, понимаете, он весь был как бы на виду. Он даже когда волновался, мы понимали и делали на это скидку какую-то, знали, да. Но это был человек, который, у него есть свои мысли, он умеет их выразить в слове, да, в связной речи, с выводами, с обобщениями. Это очень много значит. Поэтому, ну что, ну принимаю я, конечно, куда деться-то сейчас некуда, но все же надеюсь, что вот этот формализм этого экзамена должен быть чем-то заменен живым. Надежда Леонидовна, и в завершении нашего выпуска Якутия, многонациональная республика. На ваш взгляд, в преподавании русской литературы на чем должен быть сделан акцент именно в национальных школах? Ну, конечно, это основа классика, потому что если во всем мире читают Толстого, да, Чехова, Достоевского, это должно быть. Но своя литература якутская, она тоже должна быть, обязательно. Вот в этом журнальчике, вот в нашем приложении, мы, например, напечатали рассказы Вячеслава Авдеева. Когда я их нашла, вот чтобы представить литературу современную, я была потрясена. Они такие интересные эти рассказы. Ну, у вас есть прекрасные писатели современные, да, Николай Лугинов. Вот этих уроков как раз в этом нашем журнале не хватает. Именно тех писателей, которые занимают почетное место не только в литературе Якутии, но как бы уже это писатели всероссийские. И поэтому очень мечтаю о том, чтобы еще такой номер повторился в будущем. Надежда Леонидовна, спасибо, что вы уделили время и приехали к нам в студию. Я напомню, что у нас в гостях была Надежда Леонидовна Крупина, главный редактор журнала «Литература в школе». Вы смотрели актуальное интервью. В студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на телеканале Якутия 24.